Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские спортсмены завоевали 2 награды в 8-й соревновательный день Всемирной летней универсиады, которая проходит в Италии. Медаль серебряного отлива завоевала тхэквондистка Юлия Турутина, выступавшая в весовой категории до 62 килограммов. Хозяином бронзы стал Саади Исмаилов в настольном теннисе в одиночном разряде. В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград, в том числе 22 медали высшего достоинства. Второе место занимает команда США. Третья сборная Китая. Российские спортсмены располагаются на 6-й позиции. В их активе 11 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых медалей. Универсиада завершится 14 июля. Этой ночью стартует новый розыгрыш российской премьер-лиги. Чемпионат станет 28-м в истории и 8-м, который пройдет по системе осень-весна. В премьер-лиге примут участие 16 команд. В нынешнем году состоится 19 туров чемпионата, в следующем 11. В рамках первого тура состоятся следующие встречи. Тульский Арсенал дома примет московское «Динамо». Уфа в гостях сыграет с Уралом. Московский «Спартак» встретится с Сочи. Ростов на своей арене сойдется с Оренбургом. Самарские «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА. «Зенит» примет Тамбов. Грозненский «Ахмат» сыграет с Краснодаром, и «Локомотив» дома сойдется с казанским «Рубином». Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды. Подробности соглашения с 32-летним футболистом не разглашаются. Кудряшов вторую половину прошлого сезона провел в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», куда перешел зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел 8 матчей и забил 1 гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Напомним, что в новом сезоне Сочи дебютирует в российской премьер-лиге. Сборная Туниса обыграла команду Мадагаскара в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Египте. Встреча завершилась со счетом 3-0. Голы в матче забили Ферджани Сасси, Юсеф Мусакни и Наим Слити. Ранее в четвертьфинальных встречах сборная Алжира в серии пенальти победила команду Кот-д'Ивуара. Сенегальцы выиграли у команды Бенина со счетом 1-0, а нигерийцы одержали победу над футболистами из ЮАР со счетом 2-1. Таким образом, в полуфинале пройдут матчи Сенегал-Тунис и Алжир-Нигерия. Обе встречи состоятся 14 июля. Турнир завершится 19 числа. Бывший чемпион мира по версии WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру. Об этом 39-летний спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram. На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом и 2 поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей. Пришло время расстаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи, написал Лебедев. Российский боксер Александр Поветкин может провести следующий поединок в августе в Англии. Об этом сообщает пресс-служба команды «Мир бокса». Ранее Поветкин должен был провести поединок в Саудовской Аравии, однако впоследствии от боя было принято решение отказаться. Поветкин в своем последнем бою в сентябре 2018 года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. В супертяжелом весе всего на счету 39-летнего Поветкина 34 победы, из них 24 нокаутом и 2 поражения. В Якутске 20 июля состоится всероссийский турнир по современному панкратиону и любительскому ММА «Железная лига-13», посвященный памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Состязания пройдут во Дворце спорта 50 лет Победы. Традиционный турнир будет проведен при поддержке российского промоушена Fight Nights. Программа «Железной лиги» будет включать в себя 9 поединков. Участниками состязаний станут бойцы из Москвы, Хабаровска, Биробиджана и Дагестана. Главным событием вечера станет бой между якутянином Григорием Барашковым и представителем Хабаровского края Вадимом Рязановым. Турнир стартует 20 июля в 19:00. Взвешивание бойцов пройдет днем ранее на площади Орджоникидзе. Это были новости спорта. Всего доброго!